С самого утра и до позднего вечера, сегодня, завтра, да и практически весь март, мужчины поздравляют прекрасную половину человечества с главным праздником весны – Международным женским днем. Присоединимся и мы к этой волне поздравлений. Вот о чем расскажем в нашем праздничном выпуске. Долгая дорога к празднику. Женщинам всегда сложнее. Через что пришлось пройти женщинам, чтобы получить 8 марта, узнал Дмитрий Аринин. Мимо мимозы не пройдут. Мы будем основываться на принципах колористики. Почему мимоза снова в моде? В репортаже Альбины Аслагараевой. С самолета на праздник. Цветы, так все неожиданно, интересно. Как женщин поздравляли в Казанском аэропорту? Лина Зинатульевна. Один на всех. На протяжении всей жизни на моем пути встречаются только самые лучшие женщины. Почему единственного заведующего детским садом в Челнах дамы не променяют ни на кого другого, узнавал Рамиль Шайдулин. Самый бесценный подарок. Действительно, вот оно счастье. А тех, кого на 8 марта не просто поздравляют, но и сами делают великолепные подарки. Альбина Минибаева. Цветы, конфеты, шампанское, подарки. Сегодня 8 марта. Праздник женщин и для женщин. Одним из первых татарстанских дам поздравил Рустам Минниханов. «Вы лидеры во всем», отмечает президент республики. Огромен вклад женщин в развитие культуры, образования, науки. Но главным предназначением было и остается материнство. К прозе добавились и стихи. Дорогие женщины, разрешите вас поздравить с вашим праздником. Qadrli xotin-qizlarimiz, sizni xotin-qizlar bayrami bilan chin ko'ngildan qutlashga ruxsat etasiz. Я решил несколько нестандартно подойти, попросил наших друзей сделать небольшие стихи, и я хочу их зачитать. Мен аны сезгә укып бирәм. Син хатын-кыз умырзаясыман, сабырлык та, көч тә бар синдә. Йөрәкләрне изге итәр өчен тугансын кебек бу җиргә. Женщина, словно подснежник. В ней яркая сила и нежность. В ней тайный напев сокровенный, надежда Творца и Вселенной. Бәйрәм белән сезне, кадерле хатын-кызларыбыз, с праздником, счастья всем! Таким приятным 8 марта был для женщин не всегда. Собственно, и праздника-то такого раньше не было. Международный женский день появился в календаре только в середине прошлого столетия. Через что пришлось пройти дамам всего мира, чтобы обратить на себя внимание мужчин, узнал Дмитрий Аринин. 8 марта 1857 года. Так называемый марш пустых кастрюль. Такой кухонный утварью манифестацию устроили женщины Нью-Йорка. Работницы ткацких и обувных фабрик требовали уважения к себе и своему труду. Фабричная женская доля конца 19 века была действительно тяжелая. Рабочий день длился аж по 16 часов. При этом зарплата у женщин была гораздо меньше, чем у мужчин. Конечно, сложно, это было жарко, шумно. Можете представить, 20 машин в цеху, и все это работает, и это весь день. Это очень большая усталость. Женщинам всегда сложнее, поскольку, вы же понимаете, у нее не только работа, у нее еще и семья, дети. Нарастающие манифестации привели к тому, что некоторые требования были выполнены. Так для женщин был введен более короткий рабочий день. Они получили избирательные права и стали появляться женские профсоюзы. Дамы все больше начали выходить и на политическую авансцену, и свои требования уже излагали с высоких трибун. 27 августа 1910 года. Копенгаген. Вторая международная социалистическая женская конференция. Здесь немецкий политик Лара Цеткин предлагает учредить Международный женский день. За дату его празднования взяли день той самой манифестации в Нью-Йорке. С каждым годом география праздника увеличивалась, а в 1913 году к нему присоединилась и Россия. Спустя полвека, в 1966 году, в нашей стране 8 марта стал не только праздником, но и нерабочим днем.
официально только решением ООН этот праздник был зарегистрирован в 1975 году. Так, с годами Международный женский день, теряя окрас борьбы, и получил сегодняшние конфетно-букетные очертания. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. После объявления о женском дне идею празднования активно поддержали в Германии. Традиции чтут и сейчас. На праздничную дату пришлось проведение в Лейпциге традиционной промышленной выставки, участником которой стал Рустам Минниханов. Как президент поздравлял татарских девушек в Германии. Деловую поездку с ноткой праздника увидела и обаятельная Лейсан Сабирова. Трапа самолета прямо на производственную площадку. Здесь компания «Волга-Днепр» обслуживает авиатехнику. Гостям демонстрируют цех по ремонту. Президент поручает изучить возможность технического обслуживания грузовых самолетов на базе Казанского аэропорта. Место встречи – кабина самолета Ан-124-100. Такого еще на его памяти не было, шутит президент на встрече с представителями татарской молодежи. Но это не случайно. Нужно взять новую высоту взаимодействия, отмечают активисты. Кроме участия в татарских проектах, они хотят сотрудничать в сфере IT и туризма. Здесь же подписывают соглашение о сотрудничестве между компанией «Волга-Днепр» и КНИТУ «Каим». Такое не оставляет равнодушным даже президента. Фотографии современного завода концерна BMW он выкладывает в Инстаграм. Пользуясь случаем, лично оценивает спортивную версию BMW i8. Хотя сердца тают не только у мужчин. Талия Минулина делает несколько фотографий современного авто. Глава торгово-промышленной палаты, шутя, интересуется стоимостью. Из старого комбината Лейпцига в современный бизнес-акселератор. СНИПЛАБ – место, где развивают стартапы. Сотрудничество регионов – хороший вклад в укрепление российско-германских отношений, подчеркивает президент на встрече с премьер-министром Саксонием. Станислав Тильях отмечает, накопленный опыт взаимодействия нужно развивать. О новых направлениях Рустам Минниханов отмечает на приеме в честь открытия промышленной выставки. Татарстан заинтересован в том, чтобы германские и саксонские компании в качестве стартовой площадки для работы на российском рынке выбирали Республику Татарстан. Саксонских партнеров ждут в Казани в июне. В это время пройдет и футбольный матч между Германией и Чили в рамках Кубка Конфедерации. Лейсан Сабирова, Марат Хусаинов, ТНВ, Германия, Лейпциг. Главный подарок к празднику – это малыш. Сегодня он появился в нескольких татарстанских семьях. В день 8 марта в первом роддоме Казани к полудню 5 женщин осчастливили себя и своих родных. Кому сегодня подарки принес аист, знает и неподражаемая Альбина Минибаева. Родильный дом 8 марта, но это одно из тех мест, где праздничная атрибутика не в почете. Лучше оставить здесь, ведь стерильность превыше всего. Сегодня праздник, но мне очень приятно, потому что у нас очень хорошая и приятная работа. В палату к своей маме в люльке спешит главный подарок любого праздника. Весом чуть больше 3 килограммов. Такое в магазине не купишь. Этот презент точно сделан с любовью и преподнесен ранним утром. Родила 14, принесли в 7 часов. Вот он, Карим, который, когда подрастет, в свой же день рождения будет дарить подарки любимым дамам. У Залины Максумовой это второй мальчик. И такой подарок, как никакой другой, долгожданный. Наверное, уже все ждать девочку, но раз я уже знала, что у меня будет мальчик, я как бы и настроила себя, что у меня будет второй сын. Пускай в 8 марта, самое главное, здоровый. В день 8 марта в первом роддоме Казани к полудню 5 женщин осчастливили себя и своих родных. Еще 3 готовились к родам. У меня братик родился, у меня сыночек. В это время родственники еще 18 мам с малышами ждали их на выписке. Для них 8 марта хоть и не день рождения, но это тот момент, когда от такого подарка даже мужчинам не устоять. Счастье, конечно. Тревожно переживаю, волнительно. Ой, Господи, нет слов даже у меня. Ну, действительно, вот оно, счастье. Надо запомнить его прям на всю жизнь. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Найти общий язык с одной женщиной – это победа. Каждый день находить с десятками – это уже профессия. 8-й год Марат Бекманов из Челнов заведует детским садом. Под его руководством более 70 женщин. Каково это быть первым парнем в детском садике, узнавал Рамиль Шайдулин.
Здесь совпало так совпало. 73-й детский сад, 73 женщины в персонале. И он один на всех. Заведующий и бывший ученый. После педколледжа Марат Багманов ударился было в науку. А еще увлеченный хореограф, а еще артист. Без таланта с таким коллективом не справится. Если в других детских садах роль Деда Мороза исполняют женщины, то у нас Марат Рашидович. Главный Дед Мороз на празднике, он и по будням добр и демократичен. Серьезные планерки превращает в открытые беседы. На радость своему коллективу, на зависть конкурентам. Он первый заведующий не только детского сада, но и вообще первый заведующий мужчина в городе. В других детских садах на нас смотрят с интересом и даже завистью. Завидовать есть чему. Подарком на 8 марта стала победа Марата Багманова. Танец от заведующего на городском конкурсе воспитателей принес первое место. Таков характер. Быть лучше ради дам привык с юности. Они окружают меня повсюду, их очень много. И на протяжении всей жизни на моем пути встречаются только самые лучшие женщины, самые лучшие половины человечества. 8 марта нестандартный коллектив посвятил целую неделю. Шутка ли одному поздравить 73 дамы. Зато и 23 февраля получает десятки поздравлений. Эксклюзив в челнинской дошкольной сфере. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Набережные Челны. Женщины – украшение любого коллектива, причем уже не осталось профессий, которые бы не покорились прекрасному полу. Они лихо управляются с автобусом, трамваем, поездом, справляются с высшей математикой, разбираются в тонкостях психологии и сами руководят огромными предприятиями и коллективами. Ищите женщину, говорят французы, а татарстанские руководители подтверждают, без женщин жить нельзя на свете нет. Женщины, они более ответственные к поручениям, к работе. Мужчины же забывают, если что-нибудь такое хорошее случается, они могут забыть. Женщины, значит, не так, что ли? Да. Поэтому мы опираемся на женщин. Но вообще женщина — это всегда такая альтернативная точка зрения, которая всегда помогает немного остановиться, и эта точка зрения позволяет оценить немного со стороны. Чуткость, преданность делу, желание разбираться в деталях. Они и милые, они и обаятельные, они и мягкие, они и жесткие, они и умные, и требовательные. Поэтому, наверное, это то, что важно для гармоничного развития каждого коллектива. На плечи которых ложатся основные задачи, связанные с реализацией стратегии, реализацией государственных программ. Формирует наш быт, формирует отношения наши к нашим детям. Вот, в общем-то, женщины не то что правят миром, но, по крайней мере, очень-очень близко к этому. Когда вы есть, нам есть над чем работать, для кого работать и достигать тех целей, которые мы с вами перед собой ставим. По мнению большинства мужчин нашего коллектива, женщина – это главная мотивация того, чтобы приходить на работу, работать качественно и эффективно. Женщина всегда была и главой семьи, и головой везде, инициатором, вдохновителем всех великих подвигов, и войн в том числе. Это постоянное желание жить, это постоянное ощущение весны. И я благодарен всем женщинам за то, что они есть, за то, что они нас двигают к великим подвигам. На площадке они сильные и спортивные, а в жизни такие же прекрасные и женственные. Волейбольный клуб «Динамо Казань» отметил Международный женский день победы в Еврокубке. Как тренеры разбираются в женской психологии, узнавал Алмаз Гафиятов. Ежегодно тренерский состав и руководство казанского «Динамо» поздравляют своих подопечных. Это во время работы и тренировок они прежде всего спортсмены. А за его пределами, как и все девушки, любят внимание и подарки. И самодеятельность была, и подарки интересные были, и сейчас много, то есть всякие шаржи. До такого что-то запоминающегося не припомню. Может быть, какие-то вот именно, когда там самодеятельность какую-то устраивали, это, наверное, самое запоминающееся и приятное было команде и девчонкам. Руководить женским коллективом, признаются, непросто. Особенно, когда в твоей команде все личности и заслуженные игроки. Приходится быть психологом, наставником и другом одновременно.
Все-таки, наверное, здесь самое главное пытаться понимать, да, и именно желание исходящее, в первую очередь именно от меня, оно должно присутствовать. А потом, я буду стараться, что я могу сказать. За долгие годы в казанском «Динамо» сложилась дружественная и семейная атмосфера. Даже те, кто уже закончил карьеру, постоянно посещают волейбольный дом. Я же сама девушка, отлично. У нас не серпентарий, у нас отличный коллектив. Тут уже, получается, с 2010 года, и ни одного сезона не было каких-то у нас проблем в коллективе, недопониманий. И я считаю, это прежде всего налаживается сверху, как это можно называть, да, идет от начальства, что там у нас все хорошо в порядке, разложено по полочкам, что в тренерском составе, также и у нас в коллективе женском. Накануне была одержана непростая победа в Кубке ЕКВ. В честь 8 марта девушки получили выходной день. Пожалуй, самый большой подарок для них – это свободное время с родными и близкими. Алмаз Гафиатов, Александр Громыко, ТНВ, Казань. Прилеты, отлеты, рейсы и путешествия. Праздничный настрой с самого утра дарили женщинам и в Казанском аэропорту. Букетами тюльпанов там встречали и провожали прекрасных пассажирок. К весенним поздравлениям присоединилась и легкая на подъем Лина Зинатуллина. С самолета прямо на праздник. Утренние рейсы в Казанском аэропорту сегодня встречают цветами. Букеты тюльпанов для девочек, девушек и женщин. Для гостей столицы прием получился теплым вдвойне. Ника Данц впервые в Казани. Обычно из аэропорта выходишь и идешь дальше. А тут камеры, смотришь цветы, так все неожиданно, интересно. Спасибо большое. Москва, Петербург, Париж букетами и встречают, и провожают не один самолет. Например, вот эти тюльпаны вместе с прекрасными пассажирками отправятся во Францию. Приятно, спасибо. Приятное утро. Праздник еще пока начинается, наверное, сегодня прочувствую. Здравствуйте. Поздравляем вас с 8 марта. Доброго пути и праздничного настроения сегодня желали женщинам и автоинспекторы. В Елабуге сотрудники ГИБДД останавливали автоледи не за нарушение, а лишь для того, чтобы поздравить. Я думала, сейчас опять оштрафуют, а тут видите, какой сюрприз. Я их люблю сегодня. Вручают букеты и буклеты. Первые из тюльпанов, вторые о безопасности на дорогах. Полезные подарки получили десятки представительниц прекрасного пола. Лена Зинатульна, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань, Елабуга. Они летят и едут в эти дни в республику со всех концов мира. Лишь каждый 10-й цветок в букете выращивают в Татарстане. В магазинах голландские розы, китайские тюльпаны. Почему привезти цветы из районов дороже, чем из Европы? В нюансах разбиралась и проницательная Александра Севастьянова. 8 марта. Традиционные очереди. Охапки цветов в руки, купюры в кассы. В этот праздник на благоухающий подарок не скупятся. Для удобства и новый формат продажи по оптовым ценам в розницу. Продают упаковками. Оформить можно здесь же самостоятельно. За счет этого сдерживают цены. Во-первых, это, наверное, дешевле. Во-вторых, тут ничего сложного нет. Мы сами вот делаем. А кого устраивает, тот делает, дизайнер оформляет букет. Продавцы и рады угодить. На прилавках розы, тюльпаны, хризантемы, мимозы. В горшках срезанные в виде игрушек. Одним словом, ассортимент богатый. Основная часть цветочной продукции, которая продается в Татарстане, закупается в Эквадоре, Колумбии, Кении и Израиле. Но сначала эти цветы разыгрывают на аукционе в Нидерландах. Там им назначают цену и определяют дальнейший путь. Чем выше спрос, тем больше цена. К торгам добавляются и затраты на правильную транспортировку. Если закупочная цена несколько центов, то на прилавках эти же букеты будут стоить несколько долларов. Мы вынуждены обращаться к зарубежным поставщикам, потому что они предоставляют более качественную продукцию в нужном объеме. У них прекрасные климатические условия для выращивания цветов. Местный рынок не способен предоставить такого качества продукцию и, соответственно, в таком объеме. Товар Made in Russia и Татарстан в продаже тоже есть, но скорее для разнообразия. От местных чаще тюльпаны, ирисы и розы. В процентном соотношении от нашего объема импортного это порядка 10%. Покупать зарубежную продукцию намного выгоднее. В естественных условиях хороший урожай вырастить трудно. Цветы наших широт порой приходится даже подсвечивать. Технологии не из дешевых. От этого местные желтые тюльпаны могут стать золотыми. Необходимы долгосрочные кредиты. И, конечно, под определенные малые проценты. И поэтому в этом я вижу основную причину того, что вот этот вот бизнес
у нас не развивается. До объемов Европы Татарстану, как до Китая пешком. Цветоводы республики, которые на слуху, это аграрии Тюлечинского, Елабужского, Лаишевского и Отнинского районов. Пересчитать их можно по пальцам. Несмотря на все сложности и бешеную конкуренцию, медленно, но верно, они все же пытаются развивать цветочный бизнес в республике. И при определенной поддержке, возможно, когда-нибудь он займет достойное место в рейтинге агропромышленного комплекса Татарстана. Александр Севастьянов, Ренат Сафин, Данил Филатов, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань, Отнинский район. Ретро, как известно, в моде. Касается это и цветов. На прилавке вернулась мимоза. Как известно, она была символом советской весны, затем считалась и вовсе сорняком, а теперь снова в тренде. Свой букет из мимоз собрала и очаровательная Альбина Салгараева. Мало в этом году. Вот, пожалуйста. В этом году мимоза не в дефиците, но все же ее меньше, чем обычно, говорит продавец. К нам цветок везут из Адлера и Абхазии. И если там кустик отпускают по 20 рублей, на наших прилавках они уже по 150 и 300. Все зависит от пышности, длины и красоты, соответственно. Мужчины покупают для дам, дамы для души. Мимоза – это как раз цвет, отражающий весну. Весенний цветок. Он желтенький, придает тепло, уют. Это весенний праздник. Все новое хорошо забытое старое. Мимоза – символ весны, особенно для рожденных в СССР. Тогда мимоза на всех открытках и плакатах. Подснежник и мимоза были первые цветы, которые вставали навстречу весне, навстречу солнцу. Их было огромное количество, поэтому, значит, они были недорогие. Желтые пушистые грациозные кисти украшали вазы советских дам. Не случайно в романе Булгакова именно мимоза была в руках у Маргариты, когда она встретила своего мастера. Ассортимент в цветочных магазинах очень широк. Такие букеты могут угодить любой капризной даме. Но в советское время были только тюльпаны да мимозы. Соответственно, выбор понятен. Мода, как известно, возвращается. И сегодня смело можно говорить о том, что мимоза снова в тренде. Без нее не обходятся цветочные салоны и креативные флористы. Мы возьмем сиреневые оттенки, такие лиловые, для того, чтобы подчеркнуть яркость нашей мимозы. По законам колористики, при этом сохраняя эксклюзивность мимозы. Новые веяния в оформлении цветка диктуют свое. То есть не оформлять мимозу в монобукет. Она хорошо сочетается с белыми тюльпанами, ранункулусом, ирисом или гиацинтом. В данном нашем букете преобладают фиолетово-лиловые оттенки. Мягкая бумага, да, что-то вроде кальки. Такой привычной копировальной бумаги. Еще одна новая волна в мимозной флористике. Солнечный цвет подчеркивает черная оберточная бумага. И, безусловно, такой стильный букет станет не только символом весны, но и символом заботы, внимания и любви. Альбина Салгараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Букет из кабины КамАЗа. Слова поздравлений на машинах и Леонтьев с Киркоровым в казанском трамвае. Как отмечали 8 марта в социальных сетях и какие слова растрогали дам до слез, расскажет Салават Мухаммадуллин. Сотни участников и несколько цветов 8 марта. Необычный флешмоб сегодня прошел у стен Казанского Кремля. Праздничный ролик с представления на своей странице выложил президент республики Рустам Минниханов. Начал песней, а закончил прозой и пожелал женщинам 8 марта круглый год заместитель премьер-министра республики Василь Шахразиев. На 2 языках обратился к женщинам в Инстаграм Фарид Мухаммедшин. Председатель Госсовета отметил, что успехи мужчин – это заслуга их дам. Если бы не ты, не было меня. Оседлав вездеходного коня в честь праздника, глава Кировского и Московского районов. С кабины снегоуборочного КамАЗа Сергей Миронов пожелал дамам только светлых и теплых дней, а мужчинам забывать о рутине не только 8 марта. С 8 марта, мужчина. Луч света в жизни каждого мужчины. Словами из драмы Александра Островского поздравил женщин и Ильсур Медшин. По праздничному хэштегу видео поздравления записал Дамир Фаттахов. Вы самое важное, самое главное, что есть в нашей жизни. И мы, мужчины, именно благодаря вам каждый день идем, побеждаем. Не дома, не в рабочем кабинете, а в халате и в бассейне. Международный женский день записал видео глава Минспорта Владимир Леонов. С праздником, Международным женским днем. Хочу, как министр молодежи и спорта, пожелать вам, чтобы вы были всегда молодыми, всегда спортивными. Самым популярным и в то же время самым душевным поздравлением в соцсетях сегодня стало сообщение с цифрой 8. Аж до слез. Такого ответа мужчина точно не ожидал. 8 марта из 8 машин. Это тот случай, когда подарок не только своей девушке, но и ее соседям-мужчинам. Любой житель ее дома в это утро мог сказать: «Посмотри в окно, это тебе».
С праздником весны вас! С поздравлениями в столичные трамваи пришли Валерий Леонтьев с Филиппом Киркоровым. А вообще же весь интернет сегодня пестрил поздравлениями. От 8 марта не спрятаться, не скрыться. Добрые пожелания сегодня дошли до всей прекрасной половины человечества. Жены, сестры, дочери, каждая дама 8 марта в центре внимания. И, конечно, в первую очередь подарков и поздравлений достойной мамы. Устами младенца глаголит нежность. Как мам поздравляют в самом юном возрасте, увидим прямо сейчас. Пожелать маме, чтобы она попала в телевизор и показала свое телешоу. Чтобы она была милой. Чтобы она была красивая. Я хочу пожелать, что я ее люблю. Чтобы она никогда не болела. И чтобы она нас всегда любила. Я тебя очень люблю. Мама, я тебя люблю. И на этом наш праздничный выпуск завершен. Телекомпания ТНВ присоединяется ко всем поздравлениям. Пусть в вашем сердце всегда живет весна, любовь, надежда и вера. С праздником вас, дорогие женщины. До встречи на ТНВ. Хороших вам новостей. Компания «Татнефть» поздравляет всех женщин с Международным женским днем. Ярких достижений, семейного благополучия, любви, мира и добра. С праздником, милые дамы! Врач-психотерапевт Фарис Галямов приглашает больных с различными хроническими заболеваниями и всех желающих сохранить свое здоровье. Лечим остеохондроз, сколиоз, грыжи диска позвоночника, аллергию, энурез, бесплодие, заболевания нервной системы, депрессию и многое другое. Телефон для справок 522 10 38, код города 8 843. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Настроение приносите. К столу мы уже все в пятерочке купили. Там всего праздновать и перепраздновать. Макароны Макфа в ассортименте по 32 рубля. Пятерочка выручает. В автоцентре «Марка» невозможное возможно. Купи новый Nissan 2017 года по прошлогодней цене. Звони 4 пятерки 3 единицы. С 14 по 16 марта в выставочном центре «Казанская ярмарка» передовые энергосберегающие технологии и оборудование для промышленной и коммунально-бытовой энергетики на международной выставке «Энергетика ресурсосбережения». В лаборатории «Манол» каждый день кипит работа. Наши инженеры разрабатывают новые формулы, чтобы двигатель работал чище, дольше, стабильнее, мощнее. Уникальные инновации «Манол». Это немецкий взгляд на то, каким должен быть ваш автомобиль. Совершенство доступно. Специальное предложение УАЗ «Патриот» от 690 тысяч рублей. Будь уверен на дорогах. 8 март жетем. Хотынга нәрсе бүләк итәргә? Фен, блендер, пылесос. 18 март. Филармония концертлар залы. Болгар радиосы концерты. Концертка билетлар алам. Аңа да бүләк. Үзем дә ял итәм.
Здравствуйте! Поговорим о погоде. После продолжительного потепления в республике ожидается небольшое похолодание, особенно в ночные часы. В предстоящие сутки на юго-востоке республики ожидается ясная погода без осадков. Ночью будет довольно холодно, до -11, а днем по-прежнему +1 градус. На северо-востоке ясно без осадков, ночью тоже -11, а днем же до 1 градуса тепла. На севере республики тоже ясно, осадки не ожидаются. Ночью до 12 мороза, днем же до 2 градусов ниже 0. На северо-западе малооблачно, без осадков, -9 градусов ночью и -1 градус днем. На юго-западе облачно, но осадки не ожидаются. Ночью -3, днем же будет около 0 градусов. В центральном районе республики облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Ночью будет -10, днем же до 1 градуса тепла. В последующие сутки температура повысится, осадки будут маловероятны. В предстоящие сутки в Казани ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов мороза. Ветер северный умеренный. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Перепады температур могут стать причиной недомоганий метеозависимых людей. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.